Давняя вражда двух знатных родов Вероны, трагическая любовь юноши и девушки. Сюжет этой пьесы знакомый не читавшим знаменитое творение Уильяма Шекспира. Репетиция по спектаклю «Ромео и Джульетта» проходит ежедневно. За каждым действием и репликой актеров зорко следит режиссер Ахмед Ильянов. Хорошо. Вот туда. Когда прошел, станистуй. Перед тем, как ты сказал, будем обед, надо закончить. Хорошо, когда в репертуаре театра есть Шекспир, если есть великая драматургия, поэтому решили за нее взяться. Процесс идет, пока, честно говоря, не знаю, куда он вывернет. Пьеса, написанная в XVI веке, пленяет сердца читателей и поныне, чаще молодежи. Но творческая труппа разделилась во мнениях, как подать постановку. Учитывая наш менталитет, сценарий для ингушской публики немного изменили. Какие-то вещи нам надо адаптировать под своего зрителя, под свою ментальность, какие-то острые углы. И я имею в виду острые углы именно такой любовной лирики. Ее нужно как-то нивелировать, и нам приходится что-то там придумать. И мизансцены, и взаимоотношения, и тексты, где-то что-то выкидывать, что-то от себя добавлять. Но чтобы мы не вышли за контекст самой пьесы, но чтобы эта история была, можно было сказать, что это, да, она абсолютно может быть нашей. Ромео в исполнении Ломали Таршхоева любителям Шекспира явно не узнать. Перед зрителями предстанет более дерзкий юноша, воплощающий образ ингушского джигита. Через призму нашего менталитета, нашего характера мы пытаемся вывести именно то, о чем говорит Шекспир. Если мы будем идти строго опираясь на какие-то ремарки, да, или заедлые, там, я не знаю, приемы, которые 1000 раз были уже использованы в других театрах, где там Ромео такой сопливенький мальчик, который там заливается слезами: «Джульетта, я люблю тебя». Ну, то есть это не для нашей публики, да, поэтому мы ищем свой стержень, свою характерность. Большое внимание в пьесе и другой линии сюжета. Это вражда Капулетти и Монтекки. Кто оскверняет меч свой кровью близ? Кто нарушает мир? Примирить кровников старается герцог Вероны. Играет его Алаудин Исмурзиев. Сама роль такого формата для него не первая. Как вам дается роль? Прекрасно. Мне нравятся такие роли. Тем более, когда роль она несет какую-то важность, подтекстовую такую важность она ведет, очень многому учит зрителя. И, конечно, меня тоже она держит в хороших таких рамках. Погрузить зрителей в далекую эпоху, декорации и костюмы, вынести ингушский колорит в постановку – еще одна задумка режиссера. В дополнение к декорации, естественно, будут костюмы, в которых тоже будут элементы национального костюма. То есть на ребятах там будут бешметы, национальные рубашки. На девочках в их платьях будут проскальзывать элементы национальной черкесски. Чтобы... Ну, здесь много таких сюрпризов, которые мне не хотелось скрывать, но зритель будет иногда сидеть и вдруг улавливать какие-то нотки очень близкие. Я думаю, наш зритель поймет и хорошо воспримет эту историю, потому что она понятная история всем. Пока актеры оттачивают свои роли, зрителю остается ждать премьеры. Она планируется на сентябрь. Дана Плиева, Магомед Белакиев. Новости 24.